Спустя месяц с начала акции ярмарка снова развернулась в Магасе. Жители столицы и не только, чтобы купить продукты, собирались на столичном рынке с самого утра. Более 10 палаток с товарами КФХ и ГУПов республики предложили покупателям широкий ассортимент продукции. Особый спрос на этот раз на пшеницу и овес. Они стоят 12 и 10 рублей за килограмм, когда на рынке их цена 15 и 12. Люди покупают зерно мешками, и чтобы всем хватило, в одни руки отпускают не более 2 мешков. Полный кузов КАМАЗа пустел на глазах, и буквально через полчаса весь товар был продан. Большой спрос на мясо. Вместо привычных 400 и 450 за говядину и баранину здесь просят 350 и 400 рублей. Многим даже приходится занимать очередь, желающих купить слишком много. Свой товар на ярмарке представил и сад-гигант Ингушетия. 2 сорта яблок можно купить по 70 и 50 рублей. А рядом расположился птицекомплекс «Южный». Они представили колбасы, мясо, сосиски, фарш и сырое мясо индейки. Вся птица выращена в Ингушетии. Килограмм мяса здесь можно купить в среднем за 200 рублей, когда на рынке кило курицы стоит 350. Мы мониторим цены на нашем рынке, мониторим цены на базах крупных наших здесь, в нашей республике, мониторим цены за пределами и стараемся снизить эти цены ниже, чем на этих оптовых базах, на рынке нашем, на 15-20, на некоторые товары на 25%. Людей очень много, люди вроде покупают, люди довольны. Но это ярмарки, чтобы вы знаете, священный Марх и Ботпы, священный месяц, поэтому это будет продолжаться. Вот у нас осталась последняя неделя, а вот на следующей неделе, вот, понедельник, планерка в правительстве, и там мы решим, где будем проводить более крупную ярмарку. Хорошо покупают на ярмарке и овощи. Их цена в среднем ниже на 10-20%. Картофель и морковь по 40, свекла и капуста по 50. 350 тысяч. Сенежа, малежа, хам ицай, аж ицап, квартал ицай, хох ицап, кобуц ицай, шиек ицай, дикие меня хочу на юж, хози, да алберкат дол дер, да где хочу, шан массинин, дикулук дерем, да меня хочу, дик чурна хочу, ханс халхам йер. Федет двеха, могешь халт, что шивек, могешь мершивал, я мархи бутюх бал пша маснина. Вадяти, антикат кабуца квартала хуха фудах. Дер хат сонум, тон хаченер 65 дня, тикаш тикетра, а уз 50 дня якобыц. Вот видишь, как получается. Хороший выбор на ярмарке и меда. Сладкий товар можно было купить как в лечебных целях, так и просто к чаю. Этот вид лакомства Елена Ананьева привезла из Ставропольского края. Ассортимент большой, пасека кочующая, переезжаем с места на место. Продукция вся качественная, проверенная ни одной лабораторией. Также все продукты пчеловодства, и прополис, и пыльца, и перга, и маточное молочко. Ну, самый ценный продукт — это, конечно, суп. Ирина, у вас мед разноцветный, есть зеленый, розовый, фиолетовый. Это уже меда смешанные на основе липового меда. Смешиваются или с продуктами пчеловодства, вот, например, с маточным молочком, это липовый мед, а это с прополисом. Он снимает воспалительные процессы любые, легочные, желудочные, почки, печень. А также просто для вкуса добавляем чернику, малину, лайм-имбирь, манго. Это уже меда на любителя, для деток в основном. Также на ярмарке можно приобрести соленья, варенье, копчености. Большая часть товара местного производства. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев. Новости 24.